Необычная поэзия. Смысл этих стихов можно перевести на другие языки, а вот уникальная форма сохраняется только в оригинале. В Доме кино в Москве состоялась презентация литературного труда «Другое поколение» Марины Корягиной. Москвичам и живущим в столице уроженцам Чувашии представили книгу «Монополидромов». Неповторимое творчество чувашской поэтессы «Наши коллеги» вдохновило режиссера Александра Куприна на создание фильма. «Палиндром» – этот текст читается одинаково с начала и конца, самый известный с детства, а роза упала на лапу Азора. А у Марины это вылилось в целые книги на чувашском языке. Она привнесла в литературу новый жанр – амфистроф. Стихи, созданные в этой форме, тоже можно читать задом наперед, просто смысл будет разным. Такое уникальное творчество – это не просто стихи, а, возможно, стиль мышления автора, целая философия. Этому феноменальному явлению посвящена документальная лента «Амфистроф. Встречное течение». Пишущий стихи человек. С какой целью он приходит? Как начинается его творчество? Почему он именно на том языке пишет? Наша главная задача нашего фильма была перевести непереводимое с чувашского на русский посредством кинематографических образов, посредством наших каких-то смутных представлений о жизни, о поэзии и так далее. А как по-другому? По-другому никак не получилось бы. Фильм, который тоже, в свою очередь, построен необычным образом, это первая попытка исследовать загадочные явления комбинаторной поэзии, о которых пока никто не говорил с помощью кинематографа. Это первый шаг в постижении уникального поэтического языка. Мы всего лишь сумерки, всего лишь лепестки, лепесточки желтых цветов. Разгадайте тайны особого ума. Может, тогда воспрянете духом. Обилие смыслов, вложенных в одни и те же слова, впечатляет и удивляет. Лаконичная и свободная от лишних звуков форма обладает притягательной поэтической силой. И возникает гармония, поистине космическая. Делаю то, что мне нравится, что я очень люблю, без чего не могу. И все, что вложено предками, моим окружением, литературой, и чувашской, и русской, и мировой, и так далее. И я должна оставить здесь же для будущих поколений. В фильме звучит не только голос истории. Зритель осознает огромные возможности чувашской речи к перевоплощению. Именно в этой языковой среде свободно дышат палиндромы и амфистрофы. Так работать с языком, чтобы он мог двигаться вперед, а потом спокойно назад, представляя разные смыслы, дополняющие друг друга. Уникальность фильма в том, что Марина дает возможность широкой публике, всем, кому это интересно и важно, узнать не только голос истории, голос языка, она сама является голосом этого уникального языка. Удивительно еще то, что вот эта музыка речи, музыка языка чувашского, она дивно, совершенно потрясающе звучит в фильме. Поэт, переводчик, драматург, тележурналист Марина Корягина отлично владеет языком кино. Она автор многих фильмов, собравших престижные награды международных конкурсов. Поэтому вполне закономерно, что она стала членом Союза кинематографистов России. Многогранность таланта позволит совершить еще много открытий. Своим творчеством она хочет сделать мир более интересным и показывает, насколько безгранично и емко обычное слово. Мне кажется, палиндромические стихи, свободные от лишних звуков, своей космической гармонией и необъяснимой внутренней силой, энергией всемогущего слова, помогут упорядочить земной хаос. Лидия Галактионова, Дмитрий Макаров. Вести, Чувашия.